950 году был составлен первый турецкий словарь известного тюркского лингвиста и ученого Кашгарлы Махмуда Диван Люгет и Тюрк. Память об этом будет отмечаться ЮНЕСКО в 2024-2025 годах. Мазир, родной город Махмуда Кашгарлы, с 2000 года стал особым местом для ученых и политиков из Турции и других тюркских стран. В 2002 году государственный министр и заместитель премьер-министра Девлет Бахчели лично посетил Опал и посетил мавзолей ученого. С 2018 года на китайских веб-сайтах и в средствах массовой информации нет сообщений о том, что кто-либо посещал могилу Махмуда Кашгарского. Ни одна из так называемых экскурсионных групп, приглашенных из исламских стран, которые помогли Китаю скрыть расовые и культурные массовые убийства, происходящие в уйгурском регионе, не посетила мавзолей Махмуда Кашгарского в Опале. Английские и китайские названия парка Опал пришли на смену после надписи «Мавзолей Махмуда Кашгарского. Памятник культуры, находящийся под национальной охраной». По случаю годовщины в Праге был проведен пресс-релиз, а в библиотеке Вацлава Гавела состоялась дискуссия «Свобода для Ильхама Тохти» с участием видных политиков и ученых. Среди докладчиков и других специальных гостей мероприятия, которое начнется со вступительной речи заместителя председателя Сената Чехии Иржи Оберфальцера и посла США в Чехии Бижана Сабета, будут послы многих стран. Ильхам Тохти был важной фигурой на протяжении более 20 лет, работая над развитием диалога и взаимопонимания между уйгурским сообществом и Китаем. Однако в 2014 году он был приговорен китайской администрацией к пожизненному заключению по сфабрикованному решению суда. Турецкий Зират-банк получил ссуду в размере $500 миллионов от китайского Эксимбанка. Долговая ловушка, которую экономисты называют экспансионистской политикой Китая, продолжает содействовать и в Турции. В связи с этим Зират-банк получил большой объем кредитов от Китая. Зират-банк заключил двухлетнее кредитное соглашение на сумму $400 миллионов и 700 миллионов юаней, $98 миллионов. С Эксимбанк китайского происхождения, состоящий из двух траншей сроком на 3 года, под названием «Стратегия диверсификации ресурсов для развития взаимной внешней торговли с Китаем». Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Египта Сами Шукри встретились в Кадеке и провели переговоры. Президент Египта Абдулла ас-Сиси встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Как сообщило агентство Синьхуа, 15 января в тот же день министр иностранных дел Китая и генеральный секретарь Лиги арабских государств подписали соглашение о сотрудничестве в Каире. Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу-Гай в столице Египта Каире. В ходе встречи обе стороны заявили о взаимной поддержке друг друга в вопросе единства и развития. По итогам стороны подписали соглашение о сотрудничестве в направлении создания Китайско-арабской ассоциации аналитических центров. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству Кабар заявил, что государственный переворот в Кыргызстане был предотвращен. Организаторы планировали убийства и взрывы, чтобы разжечь недовольство и спровоцировать массовые беспорядки на митингах протеста. В Китайской Народной Республике арестован Тан Шуаннинг, 69-летний бывший глава госбанковского гиганта Everbright Group. В заявлении Верховной народной прокуратуры Китая говорится, что Тан Шуаннин был арестован по подозрению во взяточности и растрате после завершения расследования антикоррупционного управления.